Ну, насчет семьи, да, я очень горжусь своей семьей, своими родителями, своими сестрами, братьями. Я хочу выразить им огромную благодарность за поддержку, которую они мне предоставляют. Если бы не они, на самом деле бы ничего, наверное, этого бы не было. Так как у меня мама долгое время работала в школе, тогда, когда я училась, мы с сестрой погодки, и мы всегда были вместе, мы ходили на танцы вместе, да, различные кружки посещали вместе. Мы всегда тоже были активистами в школе, старались во всех мероприятиях участвовать, мама нас всегда поддерживала. А потом, когда выпал шанс выступить на конкурсе, представить свою школу, свой район, у меня был выбор либо сидеть дома и заниматься, готовиться к государственным экзаменам, так как я заканчиваю 11 класс. Ты уже школьница была. Да, я еще школьница была. У меня, для меня, естественно, была важна учеба. Была важна учеба, так как это все-таки будущее. В то же время была какая-то ответственность перед школой, потому что они надеялись на меня. Да. И тогда моя мама сказала, что ничего бояться не стоит. В любом случае мы будем рядом, всегда поможем. И так и было. Мама, папа всегда были рядом. А мама учительница чего? У меня вообще мама по профессии учитель истории, но она работала директором. Да, так. А папа? Папа у меня, он вообще, так скажем, на себе такой, он везде, он всем нужен, я не знаю, он у меня все может, он все умеет. Он, на самом деле, я не знаю, в школе какие-то проблемы, он приезжает, помогает, все это. Всегда, везде, даже какие-то там мероприятия, деловые встречи, какие-то, такие. Они, мама всегда вместе. Мама сейчас перестала работать в школе, ушла в администрацию. Папа тоже рядом, но они всегда вместе. Они это идеальная семья, да? Да. Я считаю, да, я бы мечтала о такой семье, как у них уже скоро будет серебряная свадьба. Да. Для меня это идеальный пример. То есть в семье говорили по-бурятски? Да, конечно, мы с детства воспитывались так, что мы должны у нас дома все говорят на бурятском. В школе, естественно, мы всегда говорили на бурятском, старались. Сейчас, конечно, это острая проблема, то, что молодежь в основном не разговаривает на бурятском, что говорить, не разговаривает, они не понимают. А еще, что страшит, да, некоторые стесняются говорить на своем родном языке. Для меня просто это как-то несовместимо. Получается, когда я в 11 классе училась, я выступила на первом конкурсе своем республиканском Рангина, получается, Рангина КСР в 2010 году. Вот тогда я первый раз, это, наверное, я бегала, да, говорила, я не поеду на конкурс, мне нужно готовиться к экзаменам, да, мама. Меня учителя сначала убеждали, что все будет нормально, выступи, пожалуйста, выступи. А я такая ученица хорошая, старалась на 4-5 училась. Послушалась только маму в последний момент, когда она сказала, иди, на тебя вся школа смотрит, на тебя весь район смотрит. Но тогда я пошла, действительно, наверное, это был такой судьбоносный конкурс, потому что все пошло после этого конкурса. Как раз в том году этот конкурс проводился в рамках фестиваля Алтаргана, который проходил в Ламбаторе.